С минуты молчания начали очередную 24-ю сессию Государственного совета Чувашии в память о жертвах трагедии, произошедшей 17 октября в Керченском политехническом колледже в Крыму. Первым вопросом повестки дня депутатами рассмотрен проект закона о регулировании бюджетных правоотношений. Светлана Янилина отметила, что новая мера расчета позволит уменьшить долю дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Иными словами, даст возможность обеспечить равные финансовые возможности муниципальных образований по предоставлению муниципальных услуг. Мы находим новый принцип, новый механизм расчета бюджетной обеспеченности. Если на сегодняшний день действующая методика бюджетную обеспеченность рассчитывала очень просто, как я уже говорила в своем выступлении, доходы делились на численность населения. И при этом, если численность населения в муниципалитетах падала, а доход даже оставался на уровне, только по этой причине, от того, что численность падает, бюджетная обеспеченность увеличивается. При этом расходы на оказание муниципальных услуг, они не уменьшаются. То есть, если в школу ходили 120 человек в прошлом учебном году, а сегодня уходит 110 человек, то расходы и по коммунальным затратам, расходы на заработную плату, расходы на другие виды, соответственно, они остаются. И таким образом у муниципалитета увеличилась бюджетная обеспеченность. Соответственно, мы должны были уменьшить дотации на выравнивание, а при этом у него расходы не уменьшались, где-то и росли расходы на одного получателя услуг. Депутатами рассмотрена величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год. По федеральному закону до 1 ноября каждый регион должен определить данную сумму. В Чувашии размер его составит 7953 рубля. 50% расходов в прожиточном минимуме определена для продуктов питания. Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионеров Чувашской республики в размере 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основании потребительской корзины, которая установлена законом Чувашской республики о потребительской корзине, индекса потребительских цен на 2018 год и используется при установлении социальной доплаты, как я уже сказал, в соответствии с федеральным законом о государственной социальной помощи. Реализация закона о прожиточном минимуме не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета. По прогнозу отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской республике в 2019 году социальная доплата к пенсии будут получать в среднем 31 700 человек. И расходы на его реализацию составят 672,5 миллиона рублей. Если взять динамику по сравнению с текущим годом, то у нас уменьшается получатели федеральной социальной доплаты на 600 человек. Определение прожиточного минимума нужно для того, чтобы граждане, чей ежемесячный доход близок к этой величине, смогли воспользоваться льготами. Сегодня парламентарии рассмотрели проект закона о социальной поддержке определенных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Как пояснил Сергей Дмитриев, компенсацию могут получить собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет в объеме 50% или 80 лет компенсации в объеме 100%. Указанную меру поддержки предлагается предоставлять собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, и туда добавляется или неработающих инвалидов первой и второй группы. Финансирование расходов на предоставление компенсации производится за счет средств республиканского и федерального бюджета. Прогнозируемое число получателей мер социальной поддержки увеличится на 900, ориентировочно 900 человек, на сегодняшний день 878 человек. Прогнозируемый объем расходов составит около 10,5 миллионов рублей. В общей сложности по повестке дня депутаты рассмотрели 18 вопросов. Пожалуй, это заседание запомнится и кадровыми решениями. Так, в Комитете по социальной политике сменился заместитель председателя. Место Григория Данилова занял Александр Андреев, также член партии КПРФ. И уже в конце заседания объявлена информация о сложении полномочий председателя Государственного совета Чувашии Валерия Филимонова. Им был покинут пост и сложены депутатские полномочия. По его словам, это решение было связано с переходом на другую работу. Мною принято решение покинуть свой пост.
Но это продиктовано было прежде всего внутренними моими мотивами, теми принципами, которые я по жизни вообще поддерживаю, но и теми, наверное, жизненными объективными обстоятельствами. Переход на другую работу. Временно исполнять обязанности председателя будет член президиума Альбина Егорова.